Ну, это первый раз. Кстати, благодаря... Скажу лично потом. Полукругом. Пирог. Драку. Вот я полукруговый называю. Злата, манавта хуждарнов. Вот так. Только ближе к друг другу. Чуть-чуть. Да как ты что? Аж тогда. Вот она что шел курдахат, шаудам, абун, что барагуну, охан мана захал, иш что барагун. Стамана хахам кулан дун, паскалагат абун чиндани, знамош кулан, нафит был кулан. Кациндар жертвы, зато жертвы называют так, не каждый хатор донат. Амин сау! Шарды видя шамандер так балавин на кушабах как бофтинг капшо. Амин сау! Агурам амучи хабар. Расужинот, расуж шард. Дуг растаны жабахко, хашт банча, юллар на хабарта, шама, шау растуда кудожа, захно хамор хаштур шубойка. Амин сау! Кубок как надо там. Кам, Эдик Майорат. Ола ирунтер кулак он махшахур захад. Автоман ахшахур захад шабах рани намош кудам. Амин. Расуд готал зар кама. Макасар тал равлак шуй. Было да хожду на кастар амочин хамау куду шаршан бохама шал камда хоскена. Амин сау! Ола хамбагол дарасты, хамбагол дарсына хоскена. Амуше на кастар что хабар мидаги сайшра хабар расуд кудошо. Айвад варды, расужият варды. Бира энтешнет тайн шалкш бонсин кано хамар. Амин сау! Амуджинат. Зар архачино канайдар. Аминат. Социал хоржат нават. Хорзина таиштыр сама удонай хатин кудана хамамун сауратап. Асыр рашухтар балов что ма рашухтар чишков таам штай чишку зан уйрам бал фалон. Аминат. Амин. Намайдат. Ema nie pater szoku, że reszta pyta. O, mój czy norfia kudam, a roham reszta tutaj to fajnie. Budem bala mala fata, roham on sztyp szabor karan. Amинат. O, bo nu sztyr rasul izar. Mana jedik fersze. Ema oshi izar, o, bo oshi że bach bola fa. Hasz da szama oshi że fan jak trwa, hasz on szabor karan. Amинат. Tak bola fa nie pater. Hasz że kasar te dion to że bach symbolat manasha khurjna da basta. Ema pater szoku, da hat na fina kaç szara bdedu. Амин. Юлек качк шабан хускан гад мамана хашара дан дард варах кудаш амон жнар фя куд фавай хаш хоржина тажрат такаса так кудрат бай Амин. адам зар так куд скана хаш шабар Дамир. мазар дар суда хедар Амин. Койдар. Эдик. Да. Валерий. Yerden buradan basın. Kersa fanga radar Benga server ben ben server Ama yıkıldı. Doğru oldu. Tamam. Kaskora moza rotto skoro. Один. انا خشوا خورده خاطر خشوا بخسكن اگه ابو خشوا كنت تسوي مجبور مجبور يا خاجي بدل يفكر Амин сау. خزرم چی با گفته خزر که گفت است اخی من با مختار با کند بیره خورجینت بیا بن مج خاجم کدام میپترش واستر جه زت داوج تخص کنه گو تاش کوم در زبادم بنم تا بیره است
ماجي خزدار كيكفتا في قستست كمان بوخس كنت بقول أنا مختار بكرة شتاي تريستوني فاسيفادي أنا فاندوغل والله خشت بدر يولر ناني إزلاموش نفوتبول سكودو يسافجاست كودو يشون نصوش Amen. أفتم هذا يديك منا أبون سر مقول دايدات خير بطل لستن منا شو واش قررت دور أخ مكوجنون در بدو خاصاي خيوات كوبا ستاندر سازر در بدروكس كان يشون بتشوش أستوى Amen. Sağ. شو فوتوك ده كان ممكن وقفت Kalat. Так, там не нужно. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня у нас необычное. Вот в моей жизни часто бывают необычные события, но это событие, наверное, самое необычное для меня, потому что человек, который сегодня будет на сцене, в первую очередь мой друг, мы с ним вместе учились, я его уважаю, я уважаю его творчество, я уважаю его позицию, я знаю всю его семью, всю его жизнь, всю его историю. Для меня то, что мы сегодня здесь собрались в башенном комплексе Цалаговых, это тоже большое событие. Адам автофажаган сама, ам штыржадбадан бынаттаиш, ам махта автобафандади, асахат. На фимбалд анахоршканан, сама анахору итахайма автоваима, лабондерфаканам садар рафтештата, садар рамбалта, садар фембалта, мафтадартер. Фаламах фандади самай важардул бадарат, ас фембалт. Уитахайма вацаган кадамом фазартам. Даймаган яуд яхима ушан байдай. Тыхрайшам асажахай, тыхрайшам штыртых. Монатынк фандади самай Эдуардан ешфалдыштадайдер райшата штыртых. Штайма арзайдер, штайма ам штыр жадбадан банаттаиш мама умайдер. Моя охадак фейтатор табун салма нешков там хусаума одматы когда варн макават фала табу хусауан абун штамам штам юлдер гаш рашухт ананиш аманар тымбл кота на варжон бажата Эдуард уак ухам завдай табу авши на рашухдадай маган на рашубла пуят абун каканам Эдуард таканыкат на культурен штей фцаджета ямыккаган абун ямыккагай рбасыдышты катчанадам удонандар штырбушник жагам на шартей уннылакувам абун кайшакка кота туа хабартай ударну вахтатама абун штут мана Эдуардан яфаршма автовацаган райдаем на фцак фембалт касузан махам тынгын калмакашты штам Эдуардима нажарды кутфажаган стартырканы нурдар уйтахайма наражай арбамбар дышты алыраттай канды на кабаштана Эдуардан я кабашта кандна фалаямад абониш на фашма ма унах шашгонай на шарейну лакувам ахам рашух лапуи кайбал варкутат на забахирштунан касия мах на шар баржантыл хашам штырбужник ама синкан заштам абун вема ва фуртыш фалдыштадыл автомай вацаган райдаям на фембал ама матынг фанды Эдуардан автожаган Эдуард
курайдаем, от самой райдайзыштым. Мажаго райдаем, философон хабартай. Масардма куткашин умар кашам жавга. Амажаган вот равжар ишты дишаджим завга. Касы датты махан небатандар ахам рашухны шансама ем барам. Дасарт кудузандарттар, ама дасарт кудсау, ама суаржа шуй. Мажаг Фатима, мажарда масау мана мем завга. Ама мафанда самай гусам завга райдаем. Фала самай райдаем. Уйта хайма аж на импровизацион сцена. Хонын дуа рашухты артисткой. Ю першаты Тамара, Адамон артистка, Ирон театр актриса, Штайма Куша, Швалата Бира Швала Тима Факушев, ала Ена Нежзинада, когда Арчилахам Швала Тима Дар Факушама, Тындах Шашкулда ем, Анкал Макашам на сцена мамай хонын, мама ема, дарт, кутфажахан дарт, Баштейнау, фала на ю кино в автостудии. Я, говорит, уеду далеко-далеко за Моздок. А Маусачиш Тарбасади далеко-далеко за Моздокой. Елена Давыдова. На Райфашта Маздурзнан Мауры Шагаудор, Тухайманам Бира Рсадиадам, Кадон, Ирунау Нажоненс, а Мазурзаштам Ирунаудер, а Мауры Шагаудер. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену народную артистку Республики Северная Осетия Алане Тамару Персаеву и артистку Елену Давыдову. Они начнут нашу программу со стихотворения, которое выбрал Эдуард как эпиграф к своему первому творческому вечеру. Нет, я не беден, хоть кошелек мой пуст. В карманах только дырочки для счета. Не раздается кожаных туфель хруст. И не ношу тройной костюм из шелка. Я не богат и денег не считаю, но я одним богатством дорожу. Оно театр, сцена. Я играю, 100 жизней проживу в одну свою. Могу сегодня быть убийцей, а завтра суд над ним вершу. Сегодня Зевс на колеснице и грудью Мавра задышу. Какие деньги могут заменить такую жизнь, такое наслаждение? Смогу я жить, без жадности прожить и стать людьми из сотен поколений. Спасибо большое, дорогие друзья. И, наконец, мы начинаем наш первый творческий вечер. И я надеюсь, он запомнится не только Эдуарду, потому что он будет первым, а он запомнится нам всем, потому что мы его ждали. Мы тебя поддерживаем, Эдуард. Не нервничай, все будет прекрасно, мы тебя любим. В добрый путь. Спасибо. Спасибо. Легко сказать, не волнуйся. А перед каждым выступлением всегда что-нибудь случается. Я имею в виду, то пальцы трясутся, то руки, то голос, то в горле пересохнет. Хочу представить вам песню Ироновой Загун Аша Зараганым Жавгатаны Фиста Назанар Бутат Рита Мейл музыка скоттун мea варазма хасен. Послушайте, выношу на ваш суд. Позже будет сделана аранжировка, и думаю, будет звучать намного интереснее и красивее. Фандыма код ажила ирема жарык. Нартонтых ямырты езыртты кудва.
Nefşanişkı hambi şondı kadak Ya gaytarın ramon iron gurt Kudua Fandıma kudu şuayrıştan balicak Yazıllayı farnay kutkala Tamam Коднен вагірон вжагнуштам зараца На хиштар зерцауга на каштар шара Вандема іще да кочара хойгіра Хах башты каттарал код анкам жасар На хижах хоржай ганартон хоров шира Кодуе нам на шомбоне фенджи баркат Вандыма пайнак фарш болата кодбыра Иронла джандыргай код ашхива жнат Avhardı haşanın rohkont koluneva Kutaşva lacıkat kattırav şayrak Fandım aman hoca kodjona makaştır Напишете нечто Шекспира их далдар Nomzet fedalte kad nog duđe faltar Kod šiša hađenatej mamulkej valdar Arkadek uspještat na gızdıl irışton Ja sardım onda kaştartej raygont havat Vafandiyakta işkı masaştay kufenon Hevadiu na kante majarak narat Vafandiyakta işkı masaştay kufenon Hevadiu na kante majarak narat Ажила Ирма Жарек Эдуард Махтар фанды самый Ирл Ажала да Жарек. Вот, видите, какие сегодня у нас сюрпризы. Вот, Рита, спасибо большое. На ваши стихи в нашей республике очень много создано красивых песен, и вы всегда делитесь этими песнями. Спасибо вам за это, за то, что вы дарите свою любовь нашей республике, нашей родине, через каждую свою букву, через каждый свой слог и каждое стихотворение. Низкий вам поклон за то, что вы взаимодействуете с творческими людьми, с молодежью. Спасибо вам. Пусть вам Бог подарит все больше и больше творческих лет, и чтобы мы каждый раз ходили и радовались вашим песням, на ваши стихи. Ну а мы продолжаем нашу программу, и хотелось бы рассказать про Эдуарда много. Ну, вы все, наверное, про него очень много знаете. Была в его истории такая, в его истории жизни такая история, когда он поступил в СОГУ, Северостинский государственный университет, на факультет искусств. Пришел он такой красивый, молодой, перспективный, играл на всех инструментах, вообще всех, начиная с гитары. И удивлял он, конечно, нас тем, что он играл еще на свирели. Редко кто играет в нашей республике на свирели, но это было так, действительно. И, конечно, он писал уже давно стихи, он писал и песни.
его песни до сих пор мы поем все вместе, конечно, особенно «Девушка из Буруна», да, у нас такая песня была. Из Алагира, да, точно. Ну, потому что так как девушка из Алагира, я хочу пригласить девушку из Алагира. Мы вместе учились, все вместе, и сегодня его пришла поддержать девушка из Алагира Анжела Хосаева, заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия, Алания. Да, она педагог, притом от Бога, и притом много-много дней. Спасибо тебе, Анжела, что ты нас поддерживаешь. Но девушка из Алагира — это не я. Это такая маленькая ремарка. Эдик, мне очень приятно, что сегодня твой творческий вечер, о котором мы давно мечтали. Творческий вечер, который, чтобы ты поделился со всеми, чтобы мы сегодня услышали твои лучшие песни, все, что творится у тебя там в душе. Это мне очень нравится, что ты сегодня этим наконец-то поделишься. А я прочитаю его стихи, которые, наверное, были ближе к нам, к нашему факультету искусств. Наверное. Жизнь начинается здесь, в этом зале. Сцена — наш дом, нараспашку для всех. Многие здесь от восторга визжали. Помнят здесь сцены, стены, зрительский смех. Здесь наши годы узнали Отелло, здесь признавался Ромео в любви, здесь сердце Гамлета страстью кипело, здесь он погиб, и здесь он еще жив. Вот она, жизнь, победившая время, вот оно место, где жизнь как-то есть. Вот этот мир, что миллион поколений всю свою жизнь не сумели прочесть. Мы же шуты, скоморохи, актеры. Нам это знать от рождения дано. Вся наша жизнь — это все наши роли. Все остальное — это уже кино. Жизнь начинается здесь, в этом зале. Здесь независим от времени мы. Многие здесь со слезами вставали. Здесь эту жизнь проживаем на бис! Спасибо большое, Анжелочка. Мы тебя любим. Анжела работает с детьми и много-много лет. Вы даже не представляете, как мне бывает приятно видеть ее уже взрослых детей, которые закончили и факультет искусств, и закончили Щепкинское училище, Щукинское училище. И я вижу в этих детях частичку себя, потому что факультет искусств когда-то очень-очень давно, не буду говорить, как давно, открывался, и на нас поставили большую ставку. И я думаю, наши педагоги не прогадали, когда открывали этот факультет искусств. Спасибо тебе, Анжела, за то, что ты даришь эту любовь нашим детям, нашей республике. Спасибо тебе за это большое. Ну, мы продолжаем нашу программу, и хотелось бы пригласить на эту сцену с приветственным словом гостью. Хотя она давно уже не гостья в этой республике, она уже как часть нашей семьи, часть, ну вот как бы клеточка нашей истории. Марина Санакоева. Многие ее знают как Мари. Она у нас поэт. И много я сейчас про нее, наверное, расскажу. Человек, который умеет дружить, и она объединяет две республики, юг с севером. Мария, пожалуйста, вот с этой стороны поднимайтесь к нам. Пока вы поднимаетесь, я еще много что-то расскажу. Она журналист, и много ее передач, которые транслируются в Южной Осетии. Она снимает про артистов Северной Осетии, про творческих людей. И благодаря ей узнали в Южной Осетии многих наших творческих людей. И вот, конечно, за это ей огромное спасибо и низкий поклон. Но, большое но, она пишет стихи. Не так давно, вот в прошлом году, да, в прошлом году в это же время мы сделали презентацию первого ее сборника, ждем сейчас презентацию уже второго сборника и так далее и тому подобное. И одно из стихотворений сейчас, в данный момент, вы услышите вот в новом тандеме. Это Эдуард и Марина придумали вот это, задумали это, и вы сейчас практически услышите премьеру песни. И я хотела бы до премьеры песни предоставить слово автору стихов.
Добрый вечер. Еще раз в этом прекрасном месте. Как могут не рождаться вот такие таланты, стихи и не иметь продолжения? Я очень счастлива, что Северная Осетия для меня открыла уникальных людей, очень талантливых. Это Фатима Пагиева, это Злата Тейбиева, это Эдуард Базаев, это Рита Бутаева, это Олечка. Это, в общем, содружество. И знаете, вот в таком созвездии, содружестве, где идут очень высокие вибрации души, я их чувствую. Не могут не рождаться хорошие, качественные песни. И сегодня мы станем свидетелями этого рождения. И вдвойне приятно, что совсем недавно мы вместе с моими единомышленниками создали онлайн-группу «Культура Алании». И именно вот в рамках этой группы очень много рождается произведений. Мы их тоже услышим в будущем, надеюсь. Так что, Ират Таразма, объединяемся и идем вперед. Друзья, и мира песни не бывает плохих людей. Историю этой песенки Марина мне подарила свою книгу, и как-то мы о другой песне разговаривали. А я просто сидел дома уже, там у меня есть уголок, где я сажусь и уединяюсь, так сказать. И листал, читал стихи, по очереди перебирал, и вдруг наткнулся вот на это стихотворение, и про себя я часто так повторяю, я говорю, это песня. Вот, и взял инструмент и наиграл, просто наиграл. Вот как я наиграл, вот так это и осталось. Может, потом опять-таки произойдет какая-то обработка и получится песня. А сегодня просто наиграй. Не судите строго. Не бывает плохих людей, бессердечных, скупых и злых. Не бывает светлей, темней, нет хороших или плохих. Просто кто-то не так прожил, а кого-то сломала жизнь. Кто-то в юности нагрешил. Не бывает плохих людей, плохих. Просто кто-то упал в пути. Просто кто-то упал в пути, и подняться никто не помог. Надо вовремя подойти, чтобы упавший поверить мог. Просто кто-то упал в пути, и подняться никто не помог. Надо вовремя подойти, чтобы упавший поверить смог, что протянется вдруг рука и поможет с коленей встать. И тогда, друг, поверь, тогда у него будет шанс летать. Друг, навстречу ему шагни, отведи ему путь фонарем. И тогда удивишься ты, он осветит тебя лучом. Просто кто-то упал в пути, и подняться никто не помог. Надо вовремя подойти, чтоб упавший поверить смог. Просто кто-то упал в пути, и подняться никто не помог. Надо вовремя подойти, чтоб упавший поверить смог. Набросал, называется. Я спущу вот вниз чуть-чуть вот это, чтобы уже наверх не подниматься. Это будет уже моя история вот такая. Да,
друзья, мы продолжаем нашу программу. И я хотела бы сказать, что мы хотели показать полностью творчество Эдуарда. И особой линией в его жизни идет тема патриотизма. Он очень много написал на патриотическую тематику песен, стихов. И хочется, конечно, с ними поделиться этими мыслями, этими переживаниями. И, естественно, он, как и каждый творческий человек, чувствует это кожей, чувствует всю боль нашей земли и всю боль Осетии. И сейчас дальше у нас идет вот такая вот патриотическая тематика, которой я всегда горжусь. Мы часто выступаем с этой темой, и буквально недавно были на благотворительном мероприятии. 101 год был нашей мотострелковой бригаде. И вместе с друзьями мы выезжали, давали большой концерт, за что я всегда Эдуарда благодарю. Всегда он с нами, всегда занимается благотворительностью с большим удовольствием. Итак, друзья мои, я бы хотела, чтобы мы познакомились с этой стороной его души. Хочу сказать про эту песню. Где-то здесь в зале или Марат? Вот он. Автором слов является Марат Нукзаров, наш уважаемый. Вот. И вот музыка моя. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. Но не хмуримся мы и не ноем, береженного Бог бережет. Он мне как-то сказал перед боем: от детей вдалеке и от жен, где как ястребы дроны летают, бесстрашно делись на рожон. На войне иногда убивают. Он мне руку до хруста пожал, а другую взял красное знамя. Он носил с собой деда кинжал, или прадеда, точно не знаю. Яростным и радоражно он воевал
Спасибо. Okusam, kuvamdam, kuramda okusam. Бахакан, бахиш футболыжай, хаштына лапуты. Хушари рештоны, амасагатыдар квакашай. Мадылах что я макуванай, хохдыр кофасуды. Нешка нагивна кхусау, на каштарта дева жагват. Мадалта сашик фалтау, шазашик тасина нфават. Нешка нагивна кхусау, на каштарта дева жагват. Мадалтан курен фалтау, шазашик тасина нфават. Ваштырджи бахвышкан, ері қайтартан, набалцаттан. Макай хазары вал қошат, кауын хамақарджыта. Макай қабултавал, бажаят шизарай шакакан. Халажала дуниял, амайры штонал, амонды жарджыта. Нешка нагивна кхусау, на хаштонта дева жагват. Мадалтан курн фалтау, шазашик тасинан фават. Чифа код нехшанай, уэдун саран бнат рухш занат. Башат хадгомай, на жердete шастын, шашау малат. Вас амашах хаштой, нехшан шабалица, ваш ваднавшау. Аманал бахакан, каршту башем гартего хусау. Нешка нагивна хусау, на каштарта дева жагват. Мадалтан курен фалтау, шазашик тасина нафават. Нешка нагивна хусау, на хаштонта дева жагват. Мадалтан курен фалтау, шазашик тасина нафават. Эта песня была написана недавно. В Туапсе открыли памятник, был установлен памятник всем погибшим в СПО, и в том числе и тем, которые погибли во время Великой Отечественной, всем павшим. Называется песня «Журавли». «Смерть журавлей», памятник называется «Смерть журавлей», который сделал кузнец, потерявший своего брата на СВО. В день, когда установили этот памятник, я написал эту песню. И вот она звучит здесь.
журавли. Летят над нами клином журавли. Курлыча исчезают в облаках. Знаю я, то души павших крылья обрели. Теперь их дом у Бога в небесах. Небеса, хочу окликнуть стаю журавлей. Быть может, среди них есть кто родной, мой браток, кто, может быть, тебя еще родней. Хотя бы на миг увидимся с тобой. Обернись, вожак, в тебе узнал я брата. Просто так не можешь ведь уйти. Посиди со мной хотя бы до заката, а потом счастливого пути. На войне в бою с врагами плавятся штыки, и вместе за победу бьются все. В небеса уходят снова клином журавли, так пролетая небо над Туапсе. А внизу куют из стали руки кузнеца, взлетающих на небо журавлей. Там и брат, бесстрашно павший от свинца, среди героев и среди друзей. Обернись, вожак, в тебе узнал я брата. Просто так не можешь ведь уйти. Посиди со мной хотя бы до заката, а потом счастливого пути. Спасибо. Ну, сегодня, к сожалению, такой день, когда нахам растагума и растонан я рыгум фасибадам сафалдары дагысты жагалон захал хашты бедра. Ма фандадана фандаваттар хамзарчта райгуры найганан. Как падал мой брат от пули врага. Я видел, как хлынула кровь из пробитой груди, как он улыбался, а смерть застилала глаза, и как, умирая, сказал: ты себя береги. Я чувствовал боль, раздирающей души ребят, но не оглянуться, прижатые плотным огнем. Смотри, за тебя, брат, фашистские танки горят. Не смей умирать, нам домой возвращаться вдвоем. Смотри, за тебя, брат, фашистские танки горят. Не смей умирать, нам домой возвращаться вдвоем. Подумай о том, как я маме в глаза посмотрю,
ладно, отец, крепче стали, покажет себя. Но детям твоим и жене, как сказать я смогу, что не уберег, я вернулся один без тебя. Но детям твоим и жене, как сказать я смогу, что не уберег, я вернулся один без тебя. Я верил и ждал, как на Бога смотрел на врача. Но он вовсе не Бог и не смог тебя, брат мой, спасти. И теперь на войне без опоры родного плеча твое имя как силу я буду с собой унести. И теперь на войне без опоры родного плеча твое имя как силу я буду с собой унести. Я видел, как падал мой брат от пули врага. Я видел, как падал мой брат от пули врага. Я видел, как падал мой брат от пули врага. Спасибо. Эта песня посвящена Дзабиеву Батразу, который погиб. Его брат-близнец Алан вынес его на себе, но спасти не удалось. В общем, вот такая вот история. Я живой после боя, уставший, промокший и грязный. Все ребята вернулись, сегодня нас миловал Бог. Молча курим в окопе, не хочется шорохом даже нарушать тишину, о которой мечтаем давно. И с молчанием нашим врезается в души тревога за отца и за маму, за жены, за наших детей. Не волнуйтесь за нас, ведь мы встали на эту дорогу. За Осетию нашу, за волю российских людей. Не летают здесь больше над полем из-за раненой птицы. Разрезают снаряды раскатом небес синеву. И от пороха черный солдат с пулеметом в бойнице. Вот такая она в наших буднях, война наяву. Вот и все, докурили, и слышится голос комбата. На позиции наши опять надвигается враг. Ну давай друг за друга, как прежде, и насмерть, ребята. Ведь врагу надо врезать, мой брат, потому по-другому не так. В небо взмыла ракета, и вдаль вертолеты уходят. И в дыму исчезает разведка в тени снайпера. Мы идем за победой и с ней придем до восхода. И навстречу судьбе нашу роту уносит броня. Не летают здесь больше над полем из-за раненой птицы. Разрезают снаряды раскатом небес синеву. И от пороха черный солдат с пулеметом в бойнице. Вот такая она в наших буднях, война наяву. Вот такая она в наших буднях, война наяву. Спасибо. Здесь просто очень сыро, и поэтому быстро расстраивается аппаратура наша. А дальше я бы хотела чуть-чуть рассказать о том, что у Эдуарда очень много произведений посвящено любимой Осетии, посвящено своему родному дому и своей большой красивой семье. Сегодня
я уже сказала, что у нас здесь находится на нашем первом, как говорится, первом таком большом свидании с творчеством мама Зарина Базаева-Хугаева, у которой 10 внуков. Спасибо вам большое, что не каждый родитель, наверное, поедет в такую даль, чтобы увидеть, как его ребенок работает на сцене. И это очень дорогого стоит. Это сильнейшая поддержка. И спасибо вам за это. Она настояла. Да, вот видите, как она еще и настояла на этом. Так что огромное вам спасибо. Это, конечно, ценится, и мы это тоже понимаем, потому что когда тебя поддерживает целая большая семья, огромная, и, конечно, это бывает очень приятно. Эдуард, он старший сын ее. Есть еще 2 сестры, Индира, Залина. Конечно, папа Владислава с нами сегодня нет. К сожалению, наверное, он бы тоже рад был сегодня посмотреть на Эдуарда и рад был послушать его творчество. Но, наверное, где-то он где-то рядом, и он, наверное, слышит. И, наверное, ему приятно то, что его сын сейчас находится на этой сцене. Ну, я надеюсь, вы не замерзли, да, кто-то уже даже чуть-чуть замерз. Но для того, чтобы не совсем замерзли, можно вот там чуть-чуть погреться и продолжить просмотр. И я бы хотела зачитать одно стихотворение, которое меня тронуло, потому что для меня семья – это самое важное в моей жизни. Много говорят люди, что самое главное, чтобы ты был здоров, самое главное, чтобы у тебя были деньги, самое главное, чтобы у тебя был дом, самое главное, чтобы у тебя были дети. Мне кажется, самое главное в жизни – это семья. И неважно, чем ты занимаешься, может, ты поешь, может, ты танцуешь, может, ты что угодно делай. Но это все иллюзии, мне кажется. Самое главное в жизни – это семья. Я хочу зачитать вот одно из его лучших стихотворений, которое мне очень нравится и меня потрясло. «Мой дом так нежен и приятен, в нем я родился и живу, в нем всякая радость необъятна, в нем те, которых я люблю. Меня в дорогу провожает и ждет, скучает, как живой, как сына вечером встречает, обняв домашней теплотой. Нигде я больше не заметил уютней, радостней, чем он. Я знаю лучшее на свете, чем мой родной отцовский дом. Могу я там вздохнуть устало, уснуть на радости цветной, и мне домой мой дом любовью мамы накроет плечи сладким сном. Я в этом доме с детства знаю тепло родительской любви, любовь отца, добро без края и ласку маминой руки. Ничто не сможет заменить мне мой дом, который я люблю. Нет лучше и милей на свете, ведь в нем все то, чем я живу». Ну и мы готовы? По списку нашла Алания. Да, у нас «Цвети Алания» моя. И мне кажется, перед тем, как начать вот эту песню, я бы хотела представить еще гостей, которые действительно, благодаря тому, чем они занимаются, наша Алания процветает. Сегодня у нас в гостях наша любимая Роза Танделова. Она так аккуратненько присела. Она занимается детьми в Осетии, и не первый год. Вы даже не представляете, какие вещи ее детки умеют делать. Она для них раскрывает новую жизнь, она показывает им старинные наши игры, которые уже давно забыли, даже взрослые, давно забыли. Она внушает им то, что без своей нации, без своего языка нет никакой жизни в будущем. И то буквально, что я позавчера видела, ее детки вышли на сцену, мы даже практически не репетировали, и они могут в любых условиях абсолютно взаимодействовать со зрителем, и за это вам огромное спасибо. Вы уже долгое-долгое время работаете с детьми.
детьми, и ваши детки потом становятся большими, взрослыми и несут эту красоту в жизнь. И наша республика действительно, благодаря таким, как вы, процветает. И дай Бог, чтобы она дальше цвела, наша Алания прекрасная. Здесь же у нас в гостях представитель этого рода. Наверное, она сейчас сидит и берет такую сильную подпитку, потому что это ее башня. Это прекрасный, роскошный представитель, лучший художник, воистину народный художник нашей республики Фатима Цаллагова. Спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что... Как сказать, то, чем вы занимаетесь. Мы часто наблюдаем за вашими выставками, наблюдаем за вашим творчеством. Огромное вам спасибо. Вы ненавязчиво, так нежно, так профессионально. Да, я знаю, что вы очень скромны, вы не любите, когда на вас обращают внимание, но я бы очень хотела. Благодаря таким людям цветет наша Алания. А мы продолжаем нашу программу и представляем песню «Цвети, Алания моя». Премьера. Кавказ среди могучих гор, прекрасней нет на свете уголка. Великий синт янарских песен хор, пускай звучат на долгие века. Аланский нрав, бесстрашные сыны. Пусть твой народ достойно заживет, ты предков силу в каждом сохранил. Цвети, Алания моя, цвети. Роскошных гор следы. Живи, мелодия моей души, сердца Алана мне родных.
эту песню должен был петь кто-то другой, но, к сожалению, заболел, я его не тяну. Вот так. Ну и в продолжении нашей темы семьи, любви, единства, премьера песни. Вот я спросила Эдуарда: Эдуард, как ты думаешь, без чего не мог бы произойти вот этот праздник? Без какой из песен, без какой из тем? Вот ты не мыслил бы своего праздника, своего творческого вечера? Он сказал: конечно, мой дом, моя семья, моя мама. Премьера песни «Мананаем». Савара шухцерта рамышон абун мамадан. Савар лаварта архашон маваржон удан. Савар мазалтай ахшыш гонышканун ясарда. Амашан картфат шишон я арфшастан. Абонта юаф избавтет мамадан я карма. Ажмай раммай асбон хуртентай. Бирамын сарай манана сарынышды кармай. Амадын кузынан жарга фандыр жалтай. Деда мамашын дауынданыш апундар шапи. Райшыш мақыганда хима яфылдар амбиш. Хотамов шымартан хиштарда шекшан кудварди. Атая ихау дабаху тайжын амариш. Абон тайва позбавтет мамадан я карма. Ажмай раммай асбон хуртентай. Бирамын сарай манана сарынышды кармай. Амадын кузынан жарга фандыр жалтай. Савр решузер тайватавым нана дажарды. Савр хажнаташты ажахыл мады аккак. Охысау табудын курын ирыштоны жатта. Иват магатиян хоршымая сарды фандак. Абон тайвав избавтет мамадан я карма. Ажмай раммай асвон хуртентай. Бирамын сарай манана сарынышды карма. Амадын кузынан жарга фандыр жалтай. Начали подходить поклонники, друзья, родственники. Но мы продолжаем нашу программу. И хотелось бы еще рассказать про Эдуарда, то, что он учился в Сунжинской сначала 9-летней школе. Потом он закончил 9 лет и перешел в среднюю общеобразовательную школу. И педагогом его была
Раиса Тимофеевна Дзагоева. Но что произошло в его жизни? То, что Раиса Тимофеевна настолько полюбила своих детей, что она заставила своего мужа Арона Владимировича выйти на работу и довести этих детей до ума, чтобы вот, ну, как бы то, с чего она начинала, чтобы эти детки не ушли в другие руки, а чтобы продолжалась вот эта вот преемственность поколений и продолжалась эта история. И, наверное, очень много стихотворений у Эдуарда связано с его детством, с его школой, с тем, чем он когда-то раньше, давным-давно, вот это вот нес в себе и вылил в свое творчество, в свои произведения, в свои стихотворения. Сегодня у нас очень много таких неожиданных историй, и я иногда раздаю прямо в зрительном зале стихотворения, проверяю наших профессиональных артистов и наших актеров, и творческих людей. Я их обожаю за это, потому что они любят, они тоже авантюристы в хорошем смысле этого слова, и я отдала это стихотворение нашей любимой народной артистке Республики Северная Осетия Алане, актрисе Остинского театра Тамаре Персаевой. Пожалуйста, Тома, она почитает его с листа, потому что для нее это тоже небольшая новость. Это, конечно, сейчас будет импровизация с моей стороны, но я уже знакомилась, Эдик. Фацакчинок арбакоттон кумауттан чешел, анахорждыхшт хахытконт расшурдаварт шефтул. Ажаевна в там каштан вот, камжитта инзыртта, расшурд хахта, хазарта ад, она же он гашыртта. На юфаллад я кашинай, мамат, аж коттон диш, аж дыш, хахатыраккатай, а подбажу на ниш. Вадью расшурд вон мелах шкалырба коттон жын, масина худын нем барштон, а школа масавын. Очахыр коттон абета, нырбажет том фашын, урыш шагов шаг алгебра, Шекспира фашт кашын. Нахырждых хахатырак, Кутти шагыш тут кут, расшулт пасарай шамонак, камай жонан равдет. Спасибо. Тома Штырбужныгдын барышевның тай абон нававарта Мадына Штырбужнык. А сейчас, друзья мои, песня называется «Детство». Наверное, то, что он всю свою жизнь думал, нес и вылил вот в такую красивую песню. Окунемся в детство Эдуарда. Гитара немного расстроена. Листаю в памяти я снова свое детство, где было много озорства, и заставляют просто мысли разреветься, что в прошлом время волшебства, где мама наливала чай в железных кружках поутру, мы, проливая невзначай, неслись под крылышко отцу, а он обнимет нас сестрой, с улыбкой мама пожурит. Как жаль, сестренка, нам с тобой виски уж время серебрить. Мы во дворе все непоседливыми были, и приключения уж не счесть. За пустяки под глаз друг друга били и слыли правила за честь. Не обижать мою сестру,
дружить друг с другом до конца, все вместе в радость и в беду, законы давнего мальца. Ах, как хотел бы я туда, в просторы детства хоть на час, где мама с папою тогда любовью баловали нас. Прошли года, и жизнь нас разбросала, былое многое ушло. Но та пора нам всем дороже стала, ведь в сердце детства не прошло. Ладони маминых тепло, я так же помню, как сейчас, как тогда. И папы доброе лицо покоем радовало нас. Теперь из детства пацаны все посидели уж давно, друг другу также мы верны. Вы детство чудное мое. У каждого человека детство чудное и с такими хорошими воспоминаниями. Только что мне вот рассказывали, что здесь тоже вот многие из нашего зала провели свое детство. Вот там рядом была школа, кто-то бегал в эту школу, да, с такими хорошими воспоминаниями мы сейчас здесь находимся. И дальше продолжаем мы нашу программу, и хочется перейти, мне кажется, на одну из серьезных тем, которую ведет Эдуард. Это тема любви. Наверное, каждый творческий человек, если он не влюблен, то он ничего не может создавать. И дай Бог, чтобы вот эта влюбленность никогда нас не покидала, потому что это, наверное, самое главное в основе творить, в основе жить дальше. Это и любовь к Богу в первую очередь, любовь к родным, к родине, к друзьям, ну и любовь к жизни. И я хотела бы пригласить нашу Мари, чтобы она прочитала одно из таких серьезных стихотворений про любовь. «Бегу, спешу на первое свидание». Сейчас, наверное, каждый вспомнит, как он бежал и спешил на первое свое свидание. Вспоминаем и окунаемся в свою юность. Бегу, спешу на первое свидание. Улыбка, как наклейка на лице, красивая в руках моих создания, ей пышных одуванчиков букет. Торопит сердце, ноги, как конечки, они несут меня навстречу к ней. Держу в руках прелестные цветочки, уставилась на них толпа людей. Вокруг меня глазеют молодые, а я стараюсь их не замечать. Уверен я, завистники большие, что я такой букет сумел сорвать. И прибежал на первое свидание. Сквозь кашель встряхнул свои цветки, обнял ее и вымолвил с любовью: возьми, родная, эти стебельки. Ну, наверняка вы поняли, про кого это. Конечно, я понимаю, что Остин так не положено, но частичка его души находится здесь, она всегда рядом, она всегда его поддерживает, за что мы ей благодарны. Спасибо тебе. Жизнь моя, как будто лента странного кино. В ней любовь, но словно это горькое вино. Я люблю, а вот с ответом мне не повезло. И Амур как будто мажет
снова мне назло. Каждый вдох при каждой встрече связан лишь с тобой. Каждый шаг я посвящаю лишь тебе одной. Снова вижу я напротив жгучие глаза. Знай, жизнь моя зависит только от тебя. Не вели остаться рядом, если нет любви. Прогони холодным взглядом, только не губи. Пусть страдают, ну и что же, все залечат дни. Прогони же, если можешь, только не губи. Я уйду и обещаю, что не оглянусь. Сердцем за твоей любовью вновь не потянусь. Если только в каждой песне вспомню о тебе, что любовь моя прекрасна, но где-то на земле. Если нужен, слов не надо, просто обними. И в глаза мои с надеждой молча загляни. Пусть от счастья задыхаюсь, если это так. А уйдешь ли, прогонишь, жизнь моя пустяк. Не вели остаться рядом, если нет любви. Прогони холодным взглядом, только не губи. Пусть страдают, ну и что же, все залечат дни. Прогони же, если можешь, только не губи. Только не губи. Хотелось бы, прежде чем услышать эту песню, следующую песню, и представить ее, это тоже, можно сказать, премьера песни. Она еще нигде не звучала на публику. Называется она «Наш дом». Слова Марины Санакоевой, музыка Эдуарда Базаева. Этот тандем буквально за месяц создал очень-очень много хороших, роскошных произведений. И они действительно упали в душу, наверное, каждому, кто услышал их. Прежде чем представить эту песню, я бы хотела пригласить Мари, чтобы она почитала стихотворение «Любовь одна, увы, она не вечна». Наверное, в жизни каждого человека бывает любовь, которая не вечна. Наверное, каждая наша первая любовь всегда бывает не вечной, она запоминается на всю жизнь. Почему я сейчас приглашаю постоянно Мари? Потому что презентацию сборника Мари проводила тоже я. Я знаю о ней абсолютно все, о ее творчестве тоже все. И у нее тоже одной из основных красивых тем идет любовь, любовь, любовь. Конечно. Как же без нее? Без любви мы бы сегодня не собрались, правда? А стихотворение можно мне, Фатима Савельевна? У вас есть распечатанное стихотворение? А я вам прочитаю пока свое. Любовь, сердечная привязанность, высоких чувств, отчаянность, заманчиво к себе влечет, все в мире переживет. Мы в ней нашли друг друга, от одиночества, недуга уводит в край просторный, где дышит дух свободный.
ликует мило и поет, все к одному меня зовет, чей яркий свет моей душе принес расцвет на много-много лет. Любовь одна, увы, она не вечна, уходит так, чтоб боль была сильней. Не будьте, люди, к ней бесчеловечны. Должно быть вам не жалко дней и ночей. Любите так, чтоб времени осталось на то, чтоб только лишь моргнуть. Любите так, чтоб самая лишь малость могла на сердце ваше посягнуть. Любите так, чтоб крылья вырастали. Любите так, чтоб мучились в тоске. Любите так, чтоб век не расставались. Любите, и от любви могли сидеть виски. Любите, люди, счастье берегите. Другое все не важно, лишь любите. Спасибо, Эдик. Постараемся. Слова Марина Санакоева. Музыка. В комнате, в которой все не наше, мне напомнил сначала. В комнате, в которой все не наше, мне напомнил вдруг здесь каждый шорох образ твой, которого нет краше. И спустя года мне даже дорог. Тихо я вошел в чужую гавань. Здесь когда-то наше счастье грелось. Мы его тогда считали храмом, где в любви одной жилось и пелось. Дом, где мы предательски расстались, верным и быть просто перестали. Словно мы на удочку попались, злого рока мы не избежали. Одиноко бродим мы по свету, так и не найдя в сердцах покоя. Но опять придя в обитель эту, посмотрю на прошлое с тоской я. В комнате, в которой все не наше, в комнате, в которой все не наше, в комнате, в которой все не наше.
прошу, разгони мою грусть и печаль. Уложи меня спать, чтобы долго проспал. Я от жизни устал и хочу отдохнуть, и во снах из любви на глоток зачерпнуть. А когда я усну, я прошу, уходи. Уходя, не целуй, сердце не тереби. Позабудь навсегда, да и я не вернусь от любви, от твоей навсегда отрекусь. Не ворвусь в твою жизнь я теперь никогда, не приду, не скажу, что пришел навсегда. Не увидишь, как я твои руки беру и с любовью в груди крепко-крепко прижму. Я забуду уста твои, нежный твой взгляд и глаза, что теперь на другого глядят. Ты ему говоришь, так же нежно люблю, обнимаешь его, ну а я ухожу. Ухожу навсегда и тебя позабыть, постараюсь легко и любовь отпустить. Но когда боль придет, вспомню я о тебе. Не со мною, но все же ты есть на земле. Не ворвусь в твою жизнь я теперь никогда, не приду, не скажу, что пришел навсегда. Не увидишь, как я твои руки беру и с любовью в груди крепко-крепко прижму. Не ворвусь в твою жизнь я теперь никогда, не приду, не скажу, что пришел навсегда. Не увидишь, как я твои руки беру и с любовью в груди крепко-крепко прижму. Вот эту песню я запомню, потому что ей уже 22 года где-то. Да, это здорово. Надо еще 22 года, чтобы остальные стихотворения запомнить. Ну что, мы продолжаем нашу программу, и у нас сегодня очень много гостей. Я бы хотела представить еще одну гостью, потрясающую, которую я обожаю, люблю. Она поэт, она автор музыки, роскошной, интересной. Она безумно творческий человек, потому что играет, наверное, на всех безумных инструментах. Один из таких инструментов — ханг, который у нас вообще, как говорится, эта история вообще не развита в этой республике. Солистка филиала Мариинского театра, человек, которого я безумно люблю, Олечка Борисова. Она исполнит стихотворение «Что говорят нам даренные розы». Что говорят нам даренные розы? Одна ли, две, или много их? Несут они в себе прогнозы сокрытых чувств, намек о них. Что говорит нам сотня без одной? В них страсть с вниманием видны. Их дарят близкой и родной на случай, но нет любви. Дарите в знак большого уважения 3 красных розы. Только 3. А если больше, в заблуждение введут кого-нибудь они. Ну а любовь букетов не попросит. Она скромна, красива от того. Ее одна красивая устроит. Она и он, и роза. Вот и все. Это, дорогой мой друг, мой брат. Мы знакомы, где-то полгода, наверное, да, совсем недавно. Это, конечно, не срок для отношений дружеских, но у меня такое ощущение, что я знаю это очень давно. Недавно я познакомилась с семьей. Мне кажется, для творческого человека самое главное, ну и для любого другого, конечно, человека, но для творческого, в частности, это, мне кажется,
наиболее важно, чтобы творить, созидать, создавать. Это гармония душевная. Гармония душевная, она создается прежде всего от дома, от семьи, от своих корней. Очень рада видеть прекрасную маму, красивая женщина, изнутри и снаружи. Очень приятно видеть. Я желаю, Эдо, вам всего самого благого, что есть в этом мире, от души, от сердца. Всего самого доброго, прежде всего, в семье, в доме. И тогда все сложится. И я надеюсь, я буду присутствовать. Я сегодня очень старалась быть здесь. Спасибо моим друзьям, 2 Василиям, вот, которые мне это осуществили мое желание. Вот, благодарю вас, маэстро. И я надеюсь, я буду присутствовать на 2-м, на 3-м, на ДЦАТ 224-м творческом вечере Эдуарда Базаева. Всех благ, всем вам. Добро. Красивая, люблю твои глаза, бездонные, как ночи черные. Красивая, не подобрать слова. Ты яркая, ты бесподобная, шикарная, с походкой ангела. Ты нежная, да и колючая, пришла в мой мир и душу забрала. Люблю тебя по воле случая. Красивая, я на тебя смотрю, смеешься ты и шепчешь ласково. Красивая, я грудь свою держу, ведь я сражен твоими глазками. Шикарная, с походкой ангела, ты нежная, да и колючая, пришла в мой мир и душу забрала. Люблю тебя по воле случая. Коснулась руки моей ладонь, так жарко мне, что позабыл слова. Красивая, любовью сердце тронь, чтобы всю жизнь кружилась голова. Шикарная, с походкой ангела, ты нежная, да и колючая, пришла в мой мир и душу забрала. Люблю тебя по воле случая. Спасибо. Друзья, пока Эдуард настраивается на финальную песню, я бы хотела
честно, хотела бы от души поблагодарить людей, без которых бы, наверное, этого мероприятия не было именно здесь. Это наш друг Заур Цаллагов, мы всегда к нему обращаемся, и он с большим удовольствием говорит: Фатима, мой дом, твой дом. И за это я ему всегда благодарна. И сегодня у нас еще девочки, которые вот помогали. Вы думаете, что это просто девочки? Это на самом деле девочки, которые постоянно проводят здесь мероприятия. Это Лана и Снежана Ахполовы, за что я им благодарна. Вот сейчас они тоже буквально провожают наших гостей, показывают им, где что у нас находится. И с такой любовью они нас сегодня приняли. За это им огромное спасибо. И, естественно, за этот роскошный башенный комплекс, который вся фамилия Цаллаговых создавала. И теперь у нас у нашей республики есть такая возможность приехать сюда и получить колоссальное удовольствие. Ну и я представляю нашу финальную песню «Ты в мою душу приоткрыла дверь». Слова Надежды Чучевой, музыка Эдуарда Базаева. Открыла дверь, волнует сердце нежный образ твой. Я от любви схожу с ума теперь. С тобой я понял, что есть рай земной. Я от любви схожу с ума теперь. С тобой я понял, что есть рай земной. Кого нельзя не полюбить. И день и ночь готов тебе шептать. С тобой одной хочу я рядом быть и лишь тебе любовь свою отдать. С тобой одной хочу я рядом быть и лишь тебе любовь свою отдать. Ты огонь и лед, сладко-горький мед, как в ночи луна, для меня одна. Губ твоих нектар, это Божий дар, твой бокал вина, да испить до дна. Прошлое исчезло, как туман. Мешать тебе теперь мои мечты. От красоты твоей я сыт и пьян. Как хорошо, что есть на свете ты. От красоты твоей я сыт и пьян. Как хорошо, что есть на свете ты. Ты огонь и лед, сладко-горький мед, как в ночи луна, для меня одна. Губ твоих нектар, это Божий дар, твой бокал вина, да испить до дна. Сейчас вы зададите вопрос, почему так странно вы завершаете песни про любовь? Почему там не Алани, почему не другими песнями? Но на самом деле я вам открою вот такой маленький секрет. Когда мы учились вместе, у нас было множество курсов, но мы как-то любили встречаться 5 курсами, первыми 5 курсами факультета искусств.
Северо-Остинского государственного университета. И самым романтичным среди нас всех был Эдуард. И было бы неправильно, если бы мы сейчас завершили наше мероприятие какой-то патриотической песней, какой-то вот такой веселой, такой вот разбитной. Нет, неправильно, потому что он был, есть и будет романтиком. Он остается романтиком, и в первую очередь и особенной линией в его творчестве проходит любовь и романтичность. Ну что, друзья, я бы хотела пригласить на эту нашу сцену главу администрации УНАЛа Маргиева Тамерлана. Прошу вас. Алыбун гашным салут, нажмар важит и махсал важит гуд, уналжах. Добрый вечер, наши гости, друзья Эдуарда Базаева. Всего вам всего доброго. Сегодня вечер посвящен Эдуарду Базаеву. Ваш сладкий тембр голоса, отношение к зрителю, спасибо. Все песни, содержание, стихотворения, они прямо вложатся в душу человека. Не то, что сегодняшние исполнители 2-3 предложения, а у вас содержательное исполнение песен. В настоящее время вы знаете, какое у нас положение в государстве. Тем не менее, мы должны заниматься пропагандой эстрадной песни. Всего я вам желаю. У вас очень много, все песни связаны с любовью. Эта любовь передается нашим зрителям. Сауар фагун, ну, водаку хабира, прошу зинета, бахтышет. И, конечно же, среди зрителей здесь находится наша любимая выходец из селения Унал Рита Бутаева, которая внесла и вносит в лепту остинского языка, культуры, писательница наша Мауна. Я тут вещи, как шутка, что сауди автора шутки, два саунаха мафаракана, сауди бавши. Как через это важно, что много жадно. Спасибо за внимание. Мы вас не хотим отпускать, Рита. Мы вас не хотим отпускать. Вы как автор, вы должны сказать, как творческий человек, вы понимаете, как волнительно первое выступление, первый творческий вечер, вы через все прошли. Я бы хотела, чтобы сегодня прозвучали пожелания. Саптана уттан хашбабны ратсыштума. Эдуарда тыңсыбырлаштык шунан. Фала мына самандари яхам вашрайштун группае чишудуни бурдар мына смаю бинунташтан яфта шиштан. Тыңдын синканында синул идик ематын тыңбира бантышад. Манан дарматлыш кынай жарчты. Батışa dışarıdan katfandılar da sinil sinkansınan, gentiş sinirtildiniz sinkansınan. Sabahı. Спасибо вам большое, огромное-огромное. Я благодарю всех, кто сегодня приехал. Это было действительно далеко, это было действительно романтично, необычно для всех нас. Я еще хочу поблагодарить вот в зрительном зале, в нашем импровизированном сейчас находится Зарина Тебиева. Ее нам не видно, но афишу, которую вы увидели, это нам сделала Злата. И сегодня она запечатлела первый творческий проект Эдуарда нашего. И за это вам низкий поклон. Зарина всегда с большим удовольствием нам помогает. Она снимает очень много благотворительно. Она занимается уже очень-очень много лет благотворительностью. Злата, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня с нами. Спасибо. Ну что, друзья,
И всем, наверное, нам спасибо за то, что мы сегодня окунулись где-то в свое детство, окунулись в свою юность и окунулись в творчество нашего любимого Эдуарда. Эти аплодисменты, Эдуард, с первого твоего вечера ты уносишь в своем сердце. Мы тебя поздравляем с первой такой творческой победой над самим собой. И это твой первый зритель, которого ты, наверное, на всю свою жизнь запомнишь. И ты запомнишь, что мы в башнях Салагова 29 августа 2023 года чествовали тебя и ждем мы от тебя следующих новых, красивых, серьезных вещей. А мы все вместе будем рядом с тобой всегда, всегда, всегда. Если кто-то хочет сказать, так, тетя у нас рядом. Хочет сказать, да, пожалуйста. Да. И так рада, что я просто свои эмоции даже не могу выразить в словах. Хочу всех поблагодарить, кто организовал этот вечер. Фатима, просто всех благодарю, спасибо огромное. А вот Рита, вот ее слова меня просто до глубины души затронули. Как это вы пишете? Спасибо вам большое. Тамара Персаева, огромное спасибо. Мариночка Санакоева. Я с Эдиком очень все время, я очень люблю тоже искусство его. И я знаю всех заочно. Так что огромное вам спасибо. Всех благодарю. И я очень хочу, но это уже, конечно, можете не снимать, я очень хочу, чтобы еще и Аркадий спел Хугаев, потому что пусть всем будет сегодня хорошо. Всем будет хорошо. Тома, Аркадий. Одно слово. Сейчас все скажу, да? Друзья, у нас, значит, в Российском театре был спектакль «Ажау Таймураз». Трагедия, драма. Мақавай сыдышты фарна қауди бизи судина жонын. Масцена машыдышты ашқыштышты мажақтой. Бужны күн мананын жаргондагы да кайрымышыдышты туйтықай трагедия Фатима. Германом Бедоевма Балаевдар Кажарикой. Реалный творческий вечер сегодня. Этика Базаева. Причем тут мы Аркадию особо сделаем. Я вообще микрофон малостун сабрга Фатима. Она закругляла, а я хотел сказать, Арима, я скапризничаю немного. Мамадов Самарма, Тумейдер Фикусам. Хочу два слова сказать, добавить тоже. Я, конечно, все твои песни знаю, Эдик, ты, потому что группа наша, все знают эти песни. Я бы хотела, я ждала эту осетинскую песню, которую ты пел, которую ты недавно, самое последнее сочинил. И хочу тебе пожелать, чтобы побольше на осетинском языке звучали из твоих уст песни. Женская партия, мужская партия. Да. Так, все, закрылись, да? Это уже вслед. Мавда штырбузны, заом чилерта бола котку, то еще раз мына. Фатима, штырбузны. Тома, камда толынга. Ройсу на пенджа. Мавда штырбузны, мына растут шарды мжавгата, чифесты. Мана бодынш, ма штырбузныгы, зага мана едикион, камиль, шва маном кодиги сорозы. Ма штырбузныгы, вабинта хожион, долшинка, бира садасты, алчилар. Алчилар из штырбузныгы заган. Мавен, шай, кадам бошай, шваш. Бошай дипат. Ходишь, Эдик так объяснял. Хачан дунозум, хорта. Ма штырбузныгын заган. Ма шай кадиста изорак. Изорак будет. Таво едик, таво.
Ажрай гуртан да шардая, да сарая саран. Ажрай гуртан да шардая, да сарая саран. Майр что да ката, да что шада, да что шада. Ажрай гуртан да шардая, Talchi altı hajarlar buzluk ve neşter buzluk. Manadok hem balna ve çıkan simalcistam ham Машки. bu maske rozdakta. Maske katan nahima. Ben neşter buzluk al kamandar. Hem ayız oraya da falan. Tomadır bu. Tomadır bu. Tomadır. Зрители
Учитель просит. Спеть я не спою, фала, и в жарок. Я куна шеврону с жарок, не? Вот вот загорашно за ней. Тамик термами нормально. Унал, вы что, жарок? Рита, извини, пожалуйста, дороже, кайфа, фала, во все вопросы к Тамику. И я хочу, чтобы эта песня сегодня прозвучала здесь, в Унале. Унал, жарок. Ну, хашта налкотка, фала, здесь плюс. Уж хоть каждый шар, что рыкари